Очень интересная и важная тема про воспитание детей. Более того, я вам скажу, что как воспитывать детей по-библейски. Я бы хотел даже назвать ее «Как успешно воспитывать детей по-библейски», но потом подумал, что слишком много слов в названии. Трудно переоценить вообще значение этой темы. Но, вы знаете, я готовил вообще эту тему до этого еще, но вот Господь положил на сердце начать вообще как бы с азов, и кто помнит, когда я проповедовал в прошлый раз, тема называлась «Новая заповедь Иисуса». И неспроста, и если вы не смотрели, если вы не были на собрании, вы не слышали проповедь, я вас ободряю зайти и посмотреть ее на YouTube. Потому что это в том числе фундамент. Коротко напомню, если кто забыл, может быть, вы знаете, что в Ветхом Завете вообще больше 300 заповедей, и когда-то фарисеи, законники, они пытались уловить Иисуса, они его спрашивали, какая самая наибольшая заповедь в законе? И он что сказал? Что наибольшая заповедь в законе – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, вы помните, да? И это наибольшее и наивысшее. И эту заповедь никогда и ничто не заменит. И эта заповедь, она касается наших отношений с Богом. Но вторая заповедь по важности среди всех этих 300, которые перечислены, это «возлюби ближнего своего, как самого себя», помните, он сказал. Но потом Иисус нам дал новую заповедь. Он заменил именно эту вторую, которая касается взаимоотношений с людьми. Он сказал, что возлюби не так, как ты любишь себя, но возлюби, как я возлюбил вас. Он поменял стандарт. Теперь уже не ты мерила своей любви к окружающим людям. Не ты эталон, но эталон Иисус. И вы помните, я приводил разные примеры. И для тех людей, кто, может быть, себя недолюбливает, или, может быть, он не очень чувствителен. Помните, я приводил себя в пример. Я не ожидаю многого от людей, и я, соответственно, могу не отдавать им так же много, и я все еще буду выполнять эту заповедь. Возлюби ближнего, как самого себя. Но когда пришел Иисус и дал для нас новую заповедь, для меня это прямо совершенно новый стандарт. И сейчас я напомнил вам, это неспроста, потому что, открою для вас секрет, дети, они тоже люди. И когда заповедь, она говорится, что возлюби ближнего своего, как я возлюбил вас, знаете, мы должны любить детей, как Иисус возлюбил нас. Он стандарт. И в воспитании мы также должны проявлять эту любовь и этот стандарт для нас. И это немаловажно. Поэтому это, знаете, такое... Сегодня я буду закладывать основания под воспитание, потому что я верю, что это не последняя проповедь. Но вот перед основанием еще такая вот подушка земляная, не знаю, там земляные работы проводятся, это вот было, первая проповедь. Но сегодня мы будем говорить, вот закладывать фундамент такой именно по поводу воспитания ребенка. И я размышлял на эту тему, знаете, вот удивительная вещь. Вот для того, чтобы получить права на вождение машины, нужно пройти определенные курсы подготовки, да? 3 либо 4 месяца. После этого нужно сдать экзамены, нужно сдать вождение, нужно сдать правила. То есть ты должен сдать теорию, потом ты должен сдать практику. Но самое удивительное, для того, чтобы получить права на ребенка, вообще ничего не надо сдавать. Не надо ничему учиться. И как-то вот так сложилось оно в обществе, хотя, казалось бы, машина, просто железяка какая-то, да, и ребенок. Что же важнее, да? Но это я просто так вам как бы мысли к размышлению. И в самом начале я бы хотел вас спросить, потому что многие, они даже не задумываются. Знаете, часто бывает, когда молодые родители, и, может быть, они даже и не ждали ребенка, и потом, после определенных событий, оба. Вот он ребенок, и что делать? И часто родители, они сами ищут детей, и они не готовы. И они не задумываются, а в чем вообще смысл воспитания? Скажите мне, в
чем цель воспитания ребенка? Как вы думаете? Я понимаю, что так нечестно задавать, я уже подумал на эту тему. Вы еще не подумали, и я вас спрашиваю. Но есть какие-то варианты? В чем цель? Громче, если... Ну, смотрите, я вас не буду мучить. Вообще цель, если можно разные доводы приводить, но все в итоге сводится к тому, чтобы подготовить ребенка к самостоятельной взрослой жизни. Мы его растим, мы его готовим, пока он маленький, он что-то не может. Мы ему прививаем какие-то навыки общения с людьми, навыки взаимодействия с людьми, да, черты характера, какие-то компетенции, которые помогут ему в профессии и так далее. Но конечная цель, она в том, чтобы подготовить ребенка к самостоятельной взрослой жизни, чтобы он был в этой жизни успешный. И вообще практически все принципы воспитания детей, они изложены в Библии. Но сегодня я не буду вам давать, знаете, каких-то подробных инструкций. Как я уже сказал, я хочу заложить вот такой фундамент. И я думаю, надеюсь, что вы поймете, почему. Вообще, для того, чтобы понимать, как нам воспитывать ребенка, нам нужно понимать, каков Божий план для семьи вообще. Как нам узнать, как правильно воспитывать детей? Если каждый из вас, вы будете честны, может быть, многие, они не знают, как правильно воспитывать. Вот у нас уже есть старшее поколение, уже люди, кто дедушки и бабушки. Может быть, вы еще и не дедушка, и не бабушка, но ваши дети, они уже выросли, и они вышли в свою самостоятельную взрослую жизнь. Но я так часто слышал у родителей, чьи дети, они уже выросли, либо у дедушек и бабушек, когда они говорят, что «как я сожалею, что я вот сделал то-то и то-то, и я неправильно воспитывал своего ребенка». Кто-то говорит, что я был слишком мягкий, вот либеральничал с ним, и вот, может быть, мне не нужно было этого делать. А кто-то, наоборот, говорит, я был слишком строг, и мне нужно было больше давать любви. И сейчас ты оглядываешься, может быть, и говоришь, что, Господи, вот сейчас я бы сделал что-то по-другому. Вы знаете, забегая вперед, скажу, что нет ничего плохого или зазорного в том, чтобы разговаривать со своими детьми и признавать свои ошибки и говорить, что если ты о чем-то сожалеешь. Но я коснусь этого позже. Сейчас давайте мы начнем с семьи вообще и ответственности. И самое первое, что мы должны помнить вообще всегда, знаете, наиважнейшая задача. Родители должны создавать правильную домашнюю обстановку для своих детей, правильную домашнюю атмосферу. Не только атмосферу, но обстановку – это настолько емкое понятие. И я еще раз подчеркну, ключ к хорошему воспитанию – это создание правильной домашней обстановки. И вы знаете, государство, оно также понимает это, может быть, на своем уровне. И вы знаете, что в государстве есть определенные органы опеки или социальной защиты ребенка, да, которые наблюдают за этим. И если поступает какой-то сигнал, что в каком-то доме, в какой-то семье ненадлежащая обстановка, неблагоприятная для ребенка, они приходят, проверяют. И если это действительно так, они могут начать процедуру лишения родительских прав. Но государство прежде всего что заботит? Это чтобы ребенок был обут, одет, сыт, чтобы было чисто, со здоровьем все нормально, и в принципе все. Но благоприятная обстановка для ребенка – это гораздо шире. Это не только какие-то базовые потребности, что вот он не умирает с голода, что в медицинском плане все хорошо, и это все, или там с гигиеной. Но вы знаете, что должна быть еще и атмосфера в семье, в доме благоприятная. И я коснусь этого. Вообще, я бы хотел, знаете, сказать, что есть такой вот библейский принцип родительский, касающийся дома. Если вы хотите, вы даже можете это записать. Что такое?
Вы знаете, Бог, Он создал семью как миниатюру своего царства. А родители, они как представители Бога здесь на земле для своих детей. И я сейчас скажу такую вещь, кто-то может посчитать ее крамольной, но вы сразу в меня не кидайтесь ничем. Я все поясню. На самом деле родители, они в каком-то смысле являются Богом для своих детей. И многих может возмутить такое сравнение, да как ты посмел. Но позвольте мне объяснить, что я имею в виду. У нас недавно вот Сава Савич, он проповедовал на тему имена Бога. И он раскрывал характер Бога, да, в именах. Но если посмотреть на имена Бога, они раскрывают не только Его характер, но и Его ответственность как Небесного Отца по отношению к нам, Его детям здесь на земле. И Он может быть моделью для подражания для нас. Мы дети нашего Небесного Отца. Он наш Отец, если мы рождены свыше. И Он заботится о нас, и Он воспитывает нас. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что вот роли и обязанности родителей здесь на земле, они подобны той роли и, если можно так сказать, обязанностям Бога по отношению к нам, Его детям. Давайте мы быстренько пробежимся, да, вот, по именам Бога. Первое. Иегова Ире, что означает «Господь усмотрит», да? Или что это означает? Что Он заботится о наших нуждах. Это что означает для нас? Бог, Он заботится о нас, о взрослых, как о Его детях, да? Он проявляет заботу. И в свою очередь наша задача, как родителей, заботиться о наших детях. Вы согласны со мной? Следующее имя – Иегова Рафа. Бог исцеляющий, Он исцеляет. Родители, это ваша забота, это ваша работа, ваша обязанность. Если твой ребенок, он болен, предпринимать какие-то действия, отводить его к врачу, давать ему лекарства, молиться за него. Он беспомощный в этом плане, он не понимает, он к тебе приходит, и он даже может не осознавать, что у него температура, например. И твоя ответственность проявлять заботу здесь о нем таким образом. Следующее имя – Иегова Ниси, Господь мое знамя. Или это означает, что если мы с Богом, нас всегда ждет победа, да? Родители, ваши дети должны понимать, что с вами возможно все. Если родители со мной, у меня во всем будет победа. Ваша обязанность устанавливать приоритеты, вести их. И они должны знать, что с вами они выйдут победителями из любой ситуации. Следующее имя, да, Иегова Кадеш, или Бог освящающий, отделяющий. Бог, Он отделяет нас. Мы отделенный народ, святой, да, вы знаете это слово. Отделенные для Него. Мы особенные. Бог, Он освящает нас. И родители, вы должны быть такими для ваших детей. Вы должны освящать их. Мы хотим, чтобы дети, они выросли самостоятельными и благочестивыми. Интересное слово, я потом его тоже коснусь. Так много толкований есть, но вы знаете, я вывел короткую формулу, что такое благочестивый. Благочестивый – это тот, который угоден Богу. Вот если что-то нравится Богу, вот значит это благочестивое. Следующее – Бог Иегова Шалом. Он устанавливает мир. Бог мира, в смысле умиротворения, да? Родители – это ваша забота устанавливать мир и спокойствие в доме. Если ваш дом – это не дом умиротворения, если в вашем доме царит полная неразбериха, хаос, вопли, крики, перебранки, драки, вам нужно привести себе это в порядок. Ваша забота – установить мир в вашем доме. Следующее имя – Иегова Роха, Господь пастырь мой. Он ведет нас.
Он указывает нам дорогу. И родители – это ваша забота, ваша работа вести своих детей. Они не должны просто так носиться везде и заниматься чем им нравится. Вы должны быть лидерами в вашем доме. Следующее имя – Иегова Циткену, Господь – оправдание наше. Бог – образец праведного поведения. Он – наша праведность. Вы согласны с этим? Он вкладывает в нас свой характер, божественный характер, и мы должны уподобляться Ему. Бог сказал: будьте святы, как я свят. Поэтому мы учим наших детей. Посмотрите на нас, как мы себя ведем. Мы не кричим друг на друга, мы не строим козни друг другу, мы не брыкаемся, мы не визжим, на пол не падаем, ногами не бьем. Если ты ведешь себя подобным образом, то ты теряешь моральный авторитет перед своими детьми. Это очень важно. Вы знаете, как вот, например, вот, если коснуться пасторов, вот все, что есть, по большому счету, у пастора или у человека, который проповедует, это моральный авторитет какой-то. Если пастор, он теряет моральный авторитет, он должен уйти из-за кафедры. Какое право я имею кого-то поучать, ну или чему-то учить, если я сам этого не делаю? Как я могу говорить, как следует жить правильно, если я того не делаю сам? Родители, если вы делаете что-то в своей жизни, чего вы не советуете делать своим детям, вы теряете моральный авторитет. Ребенок может подойти и спросить: почему я тебя должен вообще слушать? Ты же маме изменил, или ты папе изменяла? Как ты можешь мне что-то говорить? Не делай так. И ты знаешь, если ребенок, он к тебе не подходит и не говорит подобного, это не означает, что он этого не понимает, и он так не думает. Я часто разговаривал с детьми, они все понимают, и они все видят. И ты думаешь, что я это делаю в тайне, но я вам скажу, что дети, они не дураки. Они живут с вами в одном доме, и они все видят. И, знаете, вот печаль такая бывает в воспитании, когда, может быть, кто-то сталкивался с этим, может быть, вы на свою жизнь можете посмотреть, когда ты видел что-то, и тебе не нравилось, как твои родители поступали, и ты говорил: когда я вырасту, я точно так делать не буду. Потом ты вырастаешь, и ты обнаруживаешь, что ты делаешь то же самое, хотя ты весь был настроен, что я этого делать не буду. Еще раз, воспитание, оно не работает по принципу: сынок, вот посмотри на меня, вот не делай так. Воспитание работает только: делай, как я. Ребенок, он смотрит на тебя, как на Бога, потому что ты всемогущий для него, и он копирует тебя. Дальше. Иегова Шама. Господь всегда с нами. Только вдумайтесь. Бог всегда с нами. Ты знаешь, твои дети должны знать, что ты всегда для них доступен, что ты всегда с ними. Они должны чувствовать, что они могут подойти к тебе, что ты присутствуешь в их жизни, что тебе не все равно. Еще раз, вот то, что мы прочитали, как вы можете видеть, наши обязанности по отношению к нашим детям, они такие же, как обязанности Бога по отношению к нам. Поэтому, с чего я начал, родители, ваш дом должен быть миниатюрой Божьего Царства здесь, на земле. Как это устроено? И по сути, вы представители Бога Всевышнего в своей семье. Пока дети маленькие, вы для них как Бог. Еще раз, я беру это в кавычки и говорю «как», потому что для них вы всемогущий. Папа может все. Особенно, чем меньше ребенок, тем больше он в это верит. И если вы видели, может быть, на площадке где-то, знаете, когда дети, они говорят: а вот мой папа сказал, а вот моя мама сказала. И даже если что-то вы пытались произвести хорошее впечатление, или вы объясняли, как должно быть в идеале, и сказали ребенку: а это далеко не так, но папа сказал, мама сказала. Вы знаете, они приводят это как аргумент. Они верят вам безоговорочно.
Они могут спорить с учителями в школе и говорить, что у меня родители по-другому сказали. Но когда дети достигают определенного возраста, когда они вырастают, они становятся более независимыми, и они понимают, что ты не Бог. Но ты сам знаешь, что ты не Бог. И вот в этот момент ты должен сказать, что да, ты прав, я не Бог, я не всемогущий, но вот в этом моменте ты должен указать на настоящего Бога и сказать, что есть тот, на кого ты можешь положиться, тот, кто всемогущий. Тебе нужно перестать зависеть от меня и смотреть теперь на Бога. И мы указываем им на Бога. Вы следуете за мной? Когда мы болеем, когда ты вот сейчас уже вырос, ты заболел, и, может быть, врачи тебе говорят, что они ничего сделать не могут, мы обращаемся к Иегове Рафи, Господь исцеляющий. Когда мы не знаем, что делать в какой-то жизненной ситуации, Господь, мы обращаемся к Иегове Рохи, пастор, который ведет нас. Господь, направь. Но пока твои дети маленькие, они надеются на тебя, как на Бога. Потому что с их точки зрения ты Бог в доме. Ты знаешь, что ты не Бог. Я надеюсь. Но с их точки зрения ты даешь им все, что Бог дает своим детям. Ты должен о них заботиться. И вот сейчас я скажу важную вещь. Важно тебе научиться вести себя как Бог по отношению к своим детям, насколько это в твоих силах, чтобы у твоих детей сложилось правильное представление о Боге Отце, когда они вырастут. Потому что одна из самых печальных вещей вот в моей жизни, из моей практики, довольно часто это случается, когда я говорю, что наш Небесный Отец, Он любящий Отец, и периодически, на самом деле, очень много таких людей, которые говорят, что это для меня вообще ничего не значит, потому что я ненавижу своего отца. Часто это бывают женщины, которые подверглись либо сексуальному насилию, как бы это ужасно ни звучало, но это настолько распространенно, или они подверглись физическому насилию, либо вообще в жизни часто бывают дети, они даже не знают, кто их отец, его просто не было. Поэтому как они могут себе представить, что такой любящий отец, если его не было в жизни? Только подумайте, какое осуждение постигнет такого человека, из-за которого сложилось такое представление о Боге Отце. Сейчас я скажу очень важную вещь. Не так много вещей, каких-то принципов, которыми я делюсь, но очень важно. 90% родительского воспитания – это создание правильной домашней обстановки. Еще раз. 90% родительского воспитания – это создание правильной домашней обстановки. На самом деле Бог, Он ожидает от нас, что мы будем делать правильные вещи в правильное время и правильным образом каким-то, да? Но вот смотрите, я коснусь этого и буду неоднократно говорить, нет идеальных родителей. Таких нету просто. Мы стараемся изо всех сил, ты можешь все что угодно делать, но ты все равно как бы в процессе познаешь, да, я немножко вперед забегаю. И ты можешь допускать ошибки, ты можешь чему-то учить неправильно, или ты можешь учить неправильным образом. Но если в семье правильная домашняя обстановка, это все равно все это покроет, и в 90% случаев все будет хорошо. Если у тебя правильное отношение, если в семье обстановка любви, взаимопонимания, уважения, если это не какой-то там раздрай. Поэтому 90% это создание домашней обстановки в семье. Я могу свой пример привести, почему я так говорю. Вы знаете, мои родители, живя в Советском Союзе, они были вынуждены работать оба. То есть папа работал на стройке, мама работала воспитателем в детском саду, но по факту я их не видел никогда. Кроме в 7 часов, в 8 они приходили, и в 8 они уже уходили на работу. И вот этот вот промежуток, еще там 8 часов сон, 4 часа в день.
Все. Не в том смысле, что они там мной пренебрегали. Нет, но у них просто не было времени. Вот заниматься, как я смотрю, сколько я время уделял детям, вот у них такой роскоши не было. Им просто нужно было работать. Но из-за того, что в семье была благоприятная атмосфера, была благоприятная домашняя обстановка, это компенсировало вообще все. Еще раз, ошибки в воспитании неизбежны. Нет таких родителей, которые бы не совершали ошибок в воспитании. Кто-то больше ошибается, кто-то меньше. Но, как правило, ошибки, они не повлияют на конечный результат, если вы создадите правильную домашнюю обстановку или атмосферу в семье. Именно поэтому это так важно. И также, вот, что я сейчас еще скажу, это также очень важно. Послушайте очень внимательно. Когда дело доходит до воспитания ваших детей, Бог – это пример, которому вы должны следовать. Когда дело доходит до воспитания наших детей, Бог – это пример, которому мы должны следовать. Потому что есть много книг по педагогике, по воспитанию, методы Макаренко и так далее, которые несет этот мир, и очень много здравого там также. Но наш дом должен быть миниатюрной моделью Царства Божьего, как у верующих. Как родители мы представляем Бога в нашем доме, и наша роль и обязанность такие же, как и у Него. Поэтому, когда дело доходит до воспитания наших детей, Бог является главным. Аминь. Давайте мы посмотрим на Священное Писание. Наконец-то мы перейдем к Библии. Я так много говорил. Евреям 12 глава, 5-11 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли такой, какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». И я прочитал вам в синодальном переводе, и синодальный перевод на самом деле очень хороший перевод, и для своего времени был, но часто бывают нюансы. И вот здесь то, что мы читали, и вот это вот слово «наказание», «наказание», «наказывает» и так далее, оно здесь 10 раз упоминается, и здесь используется слово «пайдая» в существительном. Да, я нашел это в словаре Стронга, и сейчас хочу я ваше внимание обратить на что? На значение этого слова. Смотрите, значение этого слова. Воспитание, наставление – это первое значение. Второе – наказание, дисциплинирование, исправление. Русский язык, он отличается немножко, особенно теперь наша вот культура. Знаете, у нас воспитание и наказание, и наставление – часто разные вещи. Но здесь одно и то же слово, и оно имеет столько значений. Более того, я вам скажу, смотрите, вот как имя существительное, это слово, оно используется в Новом Завете 6 раз, в 6 стихах. 2 раза оно переведено в синодальном как наказание, наказание. 2 раза как наказание, 1 раз как учение и 1 раз как наставление. Одно и то же слово. Абсолютно одинаково написано. Производное, то есть глагол от этого слова, то есть слово, которое означает действие, да?
отвечает на вопрос, что делать. Вы помните, да, русский язык? Пайдуо, соответственно, у него значение воспитывать, наставлять, научать, дальше наказывать, дисциплинировать, исправлять. Но это одно и то же слово. И поэтому я хочу вам прочитать вот этот же отрывок в современном переводе Кулаковых. Почему? Потому что я думаю, что он более точно передает вообще замысел автора, о чем вообще на самом деле говорилось. Давайте мы посмотрим это же местописание. Перевод Кулаковых. Евреям 12 глава с 5 стиха. «И забыли, как видно, ободряющие слова Писания, которые и к вам, как к детям Божьим, обращены». Я буду подчеркивать вот те слова, вот именно вот «пайду», да, как оно здесь переведено, потому что в синодальном практически все переведено как наказание. «Сын мой, задумайся серьезно, когда наставляет тебя Господь, и не отчаивайся, когда Он тебя исправляет. Ибо того и воспитывает Господь, кого любит, и всякого сыном своим признаваемого строго наказывает. Для вашей же пользы и приходится вам терпеть. Бог как с сыновьями своими обращается с вами. А что это за сын, если отец не воспитывает его со всей строгостью? Если же вы такого воспитания, какое все настоящие сыновья получают, лишены, то незаконные вы сыновья, а внебрачные. И заметьте, когда земные наши отцы со строгостью воспитывали нас, разве переставали мы уважать их? Так не должны ли мы тем более повиноваться Отцу Духовному и учиться жить? Те лишь короткой земной жизни готовили нас, когда наказывали, и притом по своему разумению. Бог же знает, что служит нам во благо вечное, и что делает нас сопричастными святости Его. Всякое наказание, когда оно совершается, оно кажется, конечно, не радостью, а печалью, но приносит потом плод мира и праведности тем, кого так поучали. Еще раз, мне кажется, что вот этот перевод, вы знаете, он гораздо более точно передает, что имелось в виду. Но я хочу заострить ваше внимание, что это одно и то же слово, оно одинаково написано. Но вот оно имеет вот такие вот значения. И более того, я вам скажу, что в той культуре и очень много-много столетий слова, вот которые мы читали, да, воспитание, наставление, наказание, дисциплинирование, исправление, можно поставить между ними знак равенства. Нет воспитания без наказания. Нет воспитания без исправления. Нет воспитания без дисциплинирования. У нас сейчас либеральные взгляды, и мы часто путаем мягкое с теплым. И мы думаем, что можно воспитывать и не наказывать. И я сейчас не говорю про физическое наказание. Ну, это не только в этом заключается, это не самое страшное вообще на самом деле. Вы знаете, наказание, которое может быть. Но мы коснемся позже наказаний. Но я хочу обратить ваше внимание, что это слово в этих 7 стихах, оно используется 10 раз. 10. Переведено по-разному на русский. Одно и то же слово. Как вы думаете, о чем этот отрывок Писания он говорит? Он говорит о воспитании. Он говорит о воспитании. И вот дальше, когда я буду говорить, я хочу, чтобы вы понимали. Вот пойду. Воспитание, знак равно, дисциплинирование, знак равно, наказание и так далее. То, что мы говорили, да, здесь. Какие там еще значения? Исправление, наставление. Давайте мы разберем этот отрывок из Священного Писания, вот как бы стих за стихом, потому что я хочу дать определенные короткие комментарии. Несмотря на то, что мы прочитали его в современном переводе Кулаковых, я думаю, что многие вещи, они все равно еще до конца непонятны. Давайте мы посмотрим. Я буду читать, соответственно, в переводе Кулаковых. 5-6 стих. «И забыли, как видно, ободряющие слова Писания, которые и к вам, как к детям Божьим, обращены.
Сын мой, задумайся серьезно, когда наставляет тебя Господь, и не отчаивайся, когда Он тебя исправляет, ибо того и воспитывает Господь, кого любит, и всякого сыном своим признаваемого строго наказывает». Вы знаете, здесь 5-6 стих – это прямая цитата из притчи. Он говорит, что вы забыли, видимо, и дальше идет цитата из притчи, просто из Ветхого Завета. Это притчи 3 глава, 11-12 стих. Если можно это вывести. Вы будете смотреть в синодальном, я вам также в современном переводе Кулаковых прочитаю это место. «Сын мой, не отвергай наставления Господнего, от поучения его не отвращайся, ведь кого любит Господь, того и воспитывает в строгости, как отец желанного сына». Как вы можете видеть, Павел, он здесь вот цитирует притчи 3 глава, 11-12 стих, и он напоминает, кому он обращается, что помните, что наказание, воспитание Божие, оно является доказательством того, что ты принадлежишь к его семье. Это неплохо. Потому что Бог, Он воспитывает своих детей из любви. И мы также коснемся этого дальше. 7-8 стих. «Для вашей же пользы. И приходится вам терпеть. Бог, как с сыновьями своими, обращается с вами. А что это за сын, если отец не воспитывает его со всей строгостью? Если же вы такого воспитания, какое все настоящие сыновья получают, лишены, то незаконные вы сыновья, а внебрачные». Вот что интересно, во времена Иисуса, вот в период второго храма, римское законодательство строго запрещало отцу наказывать своих незаконнорожденных детей, внебрачных детей. Потому что культура того времени, она была такова, что не было ничего необычного, что у мужчины на стороне могли быть внебрачные дети от других женщин, от разных. Но когда наступало время создать семью, он заключал брак, у него, соответственно, были дети, которые рождены по закону в браке, да? А те, которые незаконные, внебрачные, да, они как бы вроде как и не его. Может быть, вы по фильмам о Средневековье что-то похожее там видели, знаете, часто, когда у нас по-разному на русский переводят это дело. В английском даже есть отдельное слово для таких детей. Знаете, например, если знатный человек, и у него внебрачные дети, их называли бастардами. На русский я только знаю не очень такой красивый перевод этого слова. Вообще, вот bastard, это вот именно бастард, это внебрачный ребенок. Но римский закон, он, потому что это была распространенная практика, он строго запрещал отцам наказывать своих внебрачных или незаконнорожденных детей. Другими словами, отцу разрешалось наказывать только своих собственных детей, биологических, которые рождены в законном браке. Если ребенок был внебрачный, его могла наказывать только мама. Отец не мог этого делать. И в еврейских семьях того времени отцам разрешалось наказывать своих собственных детей, но не чужих детей, детей из других семей. Ты не мог прикасаться к чужому ребенку. Ты можешь наказывать своего ребенка. Поэтому в 7 и 8 стихах, то, что мы прочитали, Павел, он делает акцент, потому что таков обычай в то время. Он подчеркивает, что если Бог наказывает вас, это свидетельствует о том, что вы являетесь частью семьи. Вы Его дети, законные. Вы являетесь Его законным ребенком. Понятно, да, это? 9 стих. «И заметьте, когда земные наши отцы со строгостью воспитывали нас, разве переставали мы уважать их? Так не должны ли тем более повиноваться Отцу Духовному и учиться жить?» Другими словами, здесь говорится о том, что у нас еще больше причин подчиняться Богу, потому что подчинение Божьей дисциплине, оно не только гарантирует нам вечную жизнь, но и какие-то награды духовные в этой вечной жизни. Дальше, 10 стих. «Те лишь», то есть про земные наши отцы, да, короткой земной жизни готовили нас. Земные родители, когда воспитывают, они готовят нас к этой короткой земной жизни здесь, когда наказывают, когда воспитывают. И при этом по своему разумению.
Бог же знает, что служит нам во благо вечное и что делает нас сопричастным святости Его. Вот что я хочу подчеркнуть здесь. Две вещи. Знаете, вот первое, это то, что то воспитание, которое мы можем дать как земные родители, оно намного хуже воспитания, которое может дать Бог. Если у вас есть дети, то, воспитывая их, вы поступаете, как вот здесь написано, по своему разумению. В синодальном переводе там написано «по своему произволу». Что это означает? Это означает, что я стараюсь как могу. Вот я делаю лучше, на что у меня мозгов хватает. Вот до чего я додумался, вот я стараюсь, да. Вот по своему разумению, по своему произволу я вот так их и воспитываю. Ты делаешь, что считаешь лучшим будет в какой-то конкретной ситуации, но в этом-то и заключается проблема. Потому что мы, как люди, мы ограничены теми знаниями, которые у нас есть, да? Но зачастую наши знания настолько ограничены, что большинство из нас вообще понятия не имеет, что он делает, когда воспитывает. Часто мы учимся по ходу дела. Особенно, если вы совсем молодые родители, и у вас ребенок появился. Или, знаете, это часто бывает со старшими детьми. Потому что старшие, они как пробный вариант. Ты что-то делаешь, потом, когда у тебя есть еще другие дети, ты уже что-то исправил, ты уже что-то понимаешь. Я просто сам старший ребенок. И я вспоминаю, а что делать? У тебя только один шанс воспитать ребенка. Сказать, что не получилось, нельзя. Ты воспитываешь как можешь, и поэтому часто мы просто учимся по ходу дела, да. И что я хочу сказать, что в любом случае, по сравнению с Богом, мы отстой. Мы никакие. Ты даже если очень сильно стараешься, может быть, не совсем корректное слово, но вы понимаете. И это не наша вина, просто у нас есть ограничения, которых у Бога нет. Я сейчас коснусь этого, да, мы отойдем от темы воспитания коротко. Но я думаю, что вы должны понимать, почему мы должны копировать Бога. И почему наше воспитание, оно идет ни в какое сравнение с воспитанием Божьим. И почему нам не нужно бояться, когда Бог, Он нас воспитывает или наказывает. Даже если ты самый лучший родитель в мире, и никто никогда в мире не справлялся с воспитанием детей лучше, чем ты все равно отстой по сравнению с Богом. Мы делаем все, что в наших силах, основываясь на том, что мы считаем как лучше. Вы понимаете это, да? Это надо быть очень коварным человеком, чтобы делать что-то специально, неправильно, злое и так далее. Мы хотим лучшего для наших детей, и мы поступаем, как мы считаем лучше. Но у Бога есть преимущество. Вы знаете, что прежде всего, кто помнит атрибуты Бога? Бог, Он вездесущ. Что это означает? Другими словами, Бог, Он всезнающий. Он все знает. Как любит повторять епископ Андрей, что значит все? Все значит все. Но вы не поверите, среди теологов евангельских современных на эту тему есть разногласия. И понятно, что любой консервативный евангельский ученый, богослов, он верит, что Бог всеведущий, потому что так учит Священное Писание. И если ты веришь, что Библия – это истина, значит, ты веришь, что Бог, Он вездесущий или всезнающий, потому что так учит Библия. Но не все теологи консервативные, они соглашаются с тем, что это означает. Я коротко сейчас коснусь этого, да. Есть три точки зрения на это, на всезнание Бога. И некоторые теологи, они верят в то, что Бог, Он знает все прошлое и все настоящее. И из-за того, что Он знает все прошлое и все настоящее, Он может представить довольно неплохую картину о том, что будет в будущем. То есть Он не знает, что будет в будущем. Правильная ли эта точка зрения? Это неправильная точка зрения. Я вам сразу скажу. Можно посмотреть Исаию, 46 глава, 10-11 стих. Мы не будем открывать, если вам просто интересно. Сами посмотрите, но у нас на это время нет. И это место, оно опровергает эту точку зрения. Но есть
другая группа, которые верят, что Бог, Он знает не только все, что происходило, и не только все, что происходит в настоящем, но Он также знает, что произойдет в будущем. Но здесь, знаете, это простое знание. Другими словами, они верят, что всеведение или всезнание Бога, оно ограничено тем, что Он не знает всех вариантов. Он просто знает, что произойдет точно. Но все возможные варианты, которые в зависимости от твоего поведения, например, могут развиваться, Он этого не знает. То есть все сценарии, которые могут произойти. И есть третья группа теологов, которые верят, что Бог не только знает, что произойдет в будущем, но и знает, что может произойти в любой возможной ситуации. И вот эту последнюю точку зрения, которую я разделяю сам, я хочу развернуть более подробно. Да? Вот согласно этой теории, вот всезнания, Бог, Он не только знает, что вы будете делать в будущем, но Он также знает, что вы могли бы сделать в будущем, и что произошло бы, если бы вы это сделали, что-то. То есть, другими словами, Он знает все возможные сценарии. Если ты сейчас примешь одно решение или другое решение, и Он знает, во что это выльется, что произойдет в будущем. Лично я верю, что Бог, Он обладает таким всезнанием. Он знает не только, что произойдет в будущем, но Он знает, что может произойти в любой ситуации вообще, как бы события они ни развивались. Ты можешь спросить меня, каким образом вот это всезнание, оно помогает в воспитании. Вы знаете, Бог знает все. Он знает тебя лучше, чем ты сам. Может быть, ты в чем-то не уверен в себе и даже не подозреваешь об этом. Ты напускаешь на себя важность и кажешься таким, хочешь показаться таким самоуверенным. Но Бог, Он все знает. И Он знает все твои мотивы, почему ты что-то сделал или почему ты что-то не сделал. Он знает о тебе больше, чем ты сам. И в соответствии с этим Он знает не только то, что произойдет в будущем, но и то, что может произойти в любой возможной ситуации. Поэтому Он знает, что если Он будет тебя воспитывать определенным образом, то конкретно в твоем случае, в твоей личной жизни будет вот такой результат. А если Он будет тебя воспитывать по-другому, то результат будет вот таким. И Бог, Он может выбрать наилучший путь в воспитании для того, чтобы выработать что-то, чтобы результат в твоей жизни, он был определенный. Потому что Он знает. Я понятно объясняю? Бог всегда выбирает самый идеальный способ воспитания для тебя, чтобы добиться желаемого результата. А мы, как земные родители, мы не можем себе такого позволить, потому что мы просто ограничены. Мы воспитываем детей наилучшим из известных нам способов, основываясь на наших знаниях, как нам кажется лучше. Следующий атрибут Бога, да, Он не только всезнающий, но Он также вездесущий Бог. Что означает вездесущий? Буквально это означает, что Бог находится везде и сразу, в любом месте, в любой отдельный взятый момент времени. Другими словами, Бог не ограничен пространством или временем. И мы живем немножко в другом измерении. Вот как человек, как люди, вы прекрасно знаете, что человек может быть только в одном месте в какой-то отдельно взятый момент времени. Ты либо здесь, то есть если ты здесь, то тебя там нет. Бога это не касается. Бог, Он не ограничен пространством или временем. И даже в этом, знаете, люди, они часто недопонимают. И они не ограничивают Бога пространством, они говорят, да, Бог, Он вездесущ. Бог – это Дух, Он может быть везде, но вы знаете, нам свойственно ограничивать Бога во времени. И, может быть, это вызовет немало вопросов, но я все равно этого коснусь. Мы живем в четырехмерном измерении. Да? У нас есть высота, длина, ширина, система координат, кто учил, да? И ты можешь
Это касается пространства. Если мы это знаем, мы можем пометить, где человек находится. И четвертое измерение – это время. Если мы знаем еще время, мы можем сказать, где что находится в определенный промежуток времени. Если у нас есть такие данные. Но вы знаете, Бог, Он находится за пределами нашего измерения. У Бога нет ограничений по времени, Он вне времени. Он может быть везде и в любое время. Поэтому, когда мы говорим о присутствии, мы говорим, что Он присутствует во все времена. В прошлом, настоящем и будущем. И, внимание, одновременно. Давайте мы обратим внимание, что говорит о себе Бог в книге Иеремии, 23 глава, 23-24 стих. «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?» Вы знаете, вот что мне нравится в нашем Боге, это то, что его сложно понять. Он не говорит про сложные вещи, он для нас делает все доступно. Но понять его сущность, его натуру нам очень тяжело, потому что мы живем в естественном мире, в нашем измерении. И почему мне это нравится? Потому что я понимаю, насколько Бог, Он велик. Если ты можешь понять Бога, то твой Бог, Он какой-то маленький, незначительный божок. Но наш Бог, Он велик, Он сногсшибателен просто. Когда начинаешь думать вообще, я не знаю, кто-то, если у нас есть любители космоса, никто, вот знаете, сейчас так много есть популяризаторов космоса и на YouTube, и когда смотришь те современные теории, которые есть вообще, создание Вселенной, нашей даже Солнечной системы, и насколько вообще все сложно, и это, кстати, многое объясняет тоже, но я коснусь, может быть, этого позже. Давайте мы посмотрим на Псалом 138, 7-12 стих. Все его знают. Давид пишет: «Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там?» Внимание, дальше. «Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, или свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Может быть, я думаю, что все слышали это место Писания, есть прямо песни, которые берут за основу эти стихи. И, может быть, сам смысл, он потерял для тебя остроту. Но я хочу прокомментировать то, что здесь написал Давид. Знаете, по словам Давида, не существует места в этой вселенной, куда бы ты мог убежать от Бога. Он говорит, что если я на небеса подымусь, то там Бог. Дальше, если я в ад спущусь, то там тоже Бог. В аду. Кто-то может сказать: пастор, ты что-то загибаешь уже конкретно. В смысле Бог в аду? Давайте мы посмотрим Откровение, глава 14. Это не я сказал, я вам читаю то, что Давид писал. «Спущусь в преисподнюю, и там ты». Откровение, 14 глава, 9-10 стих. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою», дальше, внимание, «тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». Агнец – это Иисус, да? Здесь подразумевается. «Пред Ним в аду они будут мучимы». Вы понимаете, что Иисус, Он также обладает всеми божественными атрибутами. Он также вездесущ. Поэтому те, кто будут в аду, там какое-никакое будет присутствие Божие. Ты не сможешь Бога увидеть, ты не сможешь обратиться, но ты не будешь лишен. Бог будет видеть тебя. Еще раз, давайте вернемся к 138-му псалму, 7-8 стих. Что Давид говорит? «Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу?
Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. И сразу перескочим на 12 стих. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. На самом деле это вообще за пределами человеческого понимания. Для Бога что темнота, что свет, ему нет разницы. Они лишены присутствия Божьего в аду. Знаете, в аду человек, он отделен от благодати и от милосердия Божьего. А все, что ему остается, это суд Божий. В этом смысле. Люди, которые попадают в ад или в озеро огненное, они сами по себе отверглись за Иисуса Христа, то есть средство законного получения Божьего оправдания, Божьей справедливости. И Бог, будучи верен и праведен, так как Он устанавливал законы, Он обязан их судить. Поэтому мы говорим, что они отдалены от Бога. Что мы имеем в виду? Отдалены от благодати и от милосердия, но не отделены от Его суда. В любом случае, отступление закончено. Я надеюсь, я вас на жару вообще совсем тут не разморил, потому что это не предмет нашего изучения. Если вы даже с этим не согласны, я хочу, чтобы вы просто расширить ваши горизонты. Вот цель этого была. Бог, Он не живет по нашим измерениям. Он гораздо больше. Но Он присутствует везде и во всякое время. Он не ограничен пространством. И Он не ограничен временем. Откуда мы это знаем? Я хочу обратить ваше внимание на следующие места Писания. Давайте мы посмотрим на Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. Обратите внимание, что говорит Иисус. Иисус сказал им: «Истинно, истину говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Я вам прочитаю современный перевод этого местописания, это Российское библейское общество перевод. Иисус ответил: «Говорю вам истинную правду. Авраам еще не родился, а я уже был и есть». Что это означает? Как это вообще может иметь смысл? Вы знаете, здесь по синодальному переводу он говорит, что до того, как Авраам... Поэтому теологи определяют Божье присутствие как присутствие везде и на все времена. Вы знаете, если вот я касался космоса, наука сейчас, она допускает, она видит, что есть еще какие-то измерения. Нам это недоступно. Ну, знаете, вот, например, черные дыры в космосе. Есть черная... Как называется? Dark matter. Черная материя. То есть, например, только строят гипотезы, что что-то должно быть. Как знаете, вот, например, я не знаю, наша солнечная система. То, что нас учили вообще, что было 9 планет, вы помните, да? Но взгляды, они поменялись. Ладно, не суть, короче, я туда даже не полезу, чтобы нам время не терять. Но просто наука, она допускает, что есть определенные вещи. Вы знаете, и даже если, например, есть вот научно обоснованные данные, если, например, когда-то человек, он полетит к другим планетам, вы знаете, что время там, оно идет по-другому. Из-за того, как устроена Вселенная. То есть здесь, на Земле, оно будет идти быстрее. Вот эти вот научно-фантастические фильмы, они не на пустом месте основаны. Просто есть такие научные теории. Просто я вам хочу сказать, что Бог, Он не ограничен временем. Но это что означает для нас? Мы все еще говорим про воспитание. Это означает, что Он видит будущий результат того, что происходит прямо сейчас, здесь, в настоящем. Он одновременно и здесь присутствует, и Он видит там, и Он видит это в настоящем. Если Он находится в настоящем и будущем одновременно, Он видит результат воспитания прямо сейчас. Сейчас давайте вернемся к Евреям 12 глава, то, что мы читали, и вот 10 стих. Он говорит, что про отцов земных. «Те лишь короткой земной жизни готовили нас, когда наказывали, и притом по своему разумению, как считают лучшим. А Бог же знает, что служит нам во благо вечное, и что делает нас сопричастными святости Его».
воспитание Божие или наказание Божие делает нас сопричастными Его святости. Вот это, вот, знаете, вот как доктрина есть такая обожение. Она и в этом заключается. Знаете, Он нас воспитывает, чтобы мы могли быть сопричастными Его святости. Мы переняли Его натуру, чтобы мы стали походить на Него. Знаете, мы никогда не сможем перенять естественные атрибуты Бога, такие как всемогущество, всеведение, вездесущность и так далее. Мы никогда не будем обладать такими атрибутами, даже когда мы получим наши прославленные тела после смерти. Эти атрибуты, они всегда будут у Бога. Но мы можем перенять Его моральные атрибуты. Мы можем приобщиться к Его святости. Это та часть Его натуры, соучастниками которой мы должны стать. И именно об этом вот пишет Павел в последней части 10 стиха, который мы читали. Еще раз, просто обратите внимание. «Бог же знает, что служит нам во благо вечное, и что делает нас сопричастными святости Его». Бог знает, как тебя воспитывать, чтобы ты перенимал Его святость. Бог хочет, чтобы мы были подобны Ему в том, что касается Его моральных качеств. И поэтому Он воспитывает и наказывает нас, чтобы мы могли походить на Него, чтобы стали на Него похожими. И сейчас, внимание, я заканчиваю, я знаю, что жарко, и я, может быть, вас утомил. Я всегда как-то теряюсь, я всегда старался проповедовать так, чтобы проповеди, они были ободряющие, вдохновляющие. Но иногда я слышу какие-то упреки, что хочется какой-то пищи, уже мясо, а не просто там что-то разжевывать и ободрять. И вот я думал, что сегодня такая вот тема, и я хочу прямо загрузить вас, если так можно сказать. Смотрите, в 11 стихе говорится про цель воспитания вообще с Божьей точки зрения. Это кульминация всего отрывка от того места Писания, которое мы прочитали. Поэтому, если ты хочешь знать, в чем цель воспитания ребенка по Божьей, проснись. Так вот поделай, чтобы взбодриться. Итак, 11 стих. Обратите внимание, что здесь написано. «Всякое наказание, когда совершается, оно кажется, конечно, не радостью, а печалью, но приносит потом плод мира и праведности тем, кого так поучали». Главная цель воспитания нас, как верующих, она заключается в том, чтобы помочь детям вырасти здравыми и благочестивыми взрослыми. Что значит благочестивый? Так много трактовок длинных и так далее. Но я для себя вывел простую формулу. Благочестивый значит угодный Богу. Это значит такой, который нравится Богу. Наша задача, наша цель в воспитании, чтобы наши дети, они выросли, они были самостоятельные, они были здравые во всем, и они были благочестивые, вели благочестивый образ жизни, тот, который нравится Богу. Именно об этом здесь говорится в последней части 11 стиха. Никакое наказание, помните, мы ставим знак равенства, то есть наставление или воспитание, оно не приносит удовольствия. Никому не нравится, когда тебя наказывают в процессе, в тот момент, или когда тебя поучают, или тебя наставляют. Это может причинять тебе боль. Но смотрите, что важно. Но после этого будет мирная жатва праведной жизни. Будет плод мира и праведности. Будет благочестивая жизнь, кто наставлен в этом. И это конечная цель воспитания. Вот собрать, пожать такие плоды, собрать такой урожай праведной жизни. Вы хотите, чтобы ваши дети выросли самостоятельными и благочестивыми? Вы знаете, здесь есть вот такой сельскохозяйственный мотив в этом, на доступном языке для того времени также, да? Что такое урожай? Или что такое плоды? То есть мы что-то сеем, мы что-то делаем, мы посадили. И урожай – это когда плоды эти, они созрели. Когда они созрели, мы их собираем. У вас дома есть дети. Все то время, пока вы их ростите, вы их воспитываете,
вы готовитесь к сбору урожая. Но когда они повзрослели, а они повзрослеют, и они уйдут из вашего дома для самостоятельной жизни. Но пока они с вами, вы можете прививать своим детям благочестивые принципы, чтобы вырастить ребенка, который будет вести благочестивый и самостоятельный образ жизни. И для того, чтобы в их жизни был вот этот плод мира и праведности. Давайте мы посмотрим 3 послание Иоанна, 1 глава. Там вообще 1 глава, 4 стих. Он пишет: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Для родителей нет большей радости, как для родителя, когда ты знаешь, что твои дети, они выросли, и они ходят пред Богом в истине. Они доставляют ему удовольствие, вызывают у него улыбку на лице. И он может сказать, что это мой. Я хочу сказать тебе, что, как я упоминал, в воспитании только одна попытка. Невозможно что-то переделать. Можно менять что-то в процессе, что-то исправлять. Если у тебя несколько детей, то ты можешь потренироваться на первых, потом дальше с следующими что-то улучшить, но переделать нельзя. Но при всем при этом, даже если ты все сделаешь правильно, чего никто не может сделать в этом мире, но даже если ты сделаешь, у них все равно есть свобода выбора, свобода воли, потому что каждый человек, он индивидуален. Ты можешь вкладывать все, что угодно, но они все равно личность, у них есть свобода выбора. И не всегда все заканчивается хорошо, даже если мы все делаем правильно. Но еще раз я хочу обратить ваше внимание на значение этого слова «пайдая», как существительное и производное глагола: воспитание, наставление, наказание, дисциплинирование, исправление. Я не выдумал это можно посмотреть в словаре Стронга. Одно слово. Но в той культуре, как я уже говорил, можно поставить равенство между всеми этими словами. Это я сейчас пытаюсь трактовать и все говорить, но тогда все было понятно. Если ты воспитываешь ребенка, если ты хочешь, чтобы он вырос здравый, ты должен его наставлять, ты должен его наказывать. Правильное воспитание невозможно без наставления и наказания и дисциплинирования. Сейчас очень модно пренебрегать этим. Да нет, нужно дать полную свободу. И мир сошел с ума. Дети не должны видеть веревки из родителей. Ты ограничен в своем знании, и ты думаешь, что это хорошо. У меня такого не было, я им дам, пусть они будут свободны, пусть делают, что хотят. Я тебе скажу, ничего хорошего в этом не будет. Нужно устанавливать границы. Нужно наказывать. И мы не говорим про физическое наказание, но если вы спросите меня, мое личное мнение, я считаю, что физические наказания, они также допустимы. Но мы говорим про отшлепать, мы не говорим про избить. И я сейчас кое-что поясню, и вообще все вопросы, они отпадут вообще по поводу наказаний, как наказывать физически в том числе, если вы услышите то, что я пытаюсь донести. Вы знаете, в воспитании ребенка у нас есть цель. Мы хотим получить конкретный результат, когда они вырастут. Мы хотим, чтобы они стали самостоятельными, и мы хотим, чтобы они пожали этот плод праведности и мира. Вы согласны со мной? И сейчас, внимание. Единственная причина, по которой мы наказываем наших детей, или мы дисциплинируем их, или мы воспитываем, или мы что-то делаем, это для того, чтобы получить этот результат. Ни по какой другой причине мы не должны наказывать наших детей. Мы их не наказываем, потому что мы разозлились. Я вне себя. Мы не наказываем их, потому что они поставили нас в неловкое положение. Мы их не наказываем или не дисциплинируем, потому что что-то, что они сделали, это неприемлемо, не соответствует каким-то принципам. Но мы их наказываем, дисциплинируем, потому что есть определенный конкретный результат, который мы хотим добиться. Мы хотим из них вырастить настоящих людей, которых задумал Бог.
чтобы они пожали вот этот плод праведности и мира. И в следующей проповеди мы будем смотреть на какие-то конкретные шаги. И я не обойдусь без этого и буду говорить, что да. Понимаете, воспитание, оно вообще на самом деле сводится к определенным вещам, которые доводятся до автоматизма. Что-то произошло, и ты автоматом, у тебя есть какая-то реакция на это. Есть определенные привычки, и мы будем касаться этого потом. Еще раз, Бог хочет, чтобы мы делали правильные вещи в воспитании, правильным образом и с правильным отношением. Но никто не может выполнить всех трех из людей. Но даже если ты ошибаешься, и ты делаешь что-то неправильно, или ты делаешь что-то неправильным образом, но у тебя правильное отношение, как правило, ты можешь покрыть все свои ошибки. Если есть атмосфера любви, принятия, и почему я говорил про вот эту заповедь, которую Иисус, Он дал нам, и что дети, они тоже люди. Это не шутки. Если у тебя есть такое отношение, если ты его считаешь, что это личность, и что он тоже достоин такого отношения, потому что Иисус, Он также умер за него. Если ты это помнишь, и если ты помнишь, что у тебя есть цель в воспитании, когда ты его наказываешь, ты его не наказываешь, потому что ты разозлился, и ты хочешь причинить ему боль. Но ты хочешь наказать его, неважно, физически, или ты лишаешь его там просмотра телевизора, или там еще чего-то, гуляния, это тоже наказание, вы понимаете. Но ты делаешь ради его блага, чтобы он вырос. У тебя, если это цель, если ты этим руководствуешься, все будет хорошо. Просто помни, что эта цель, она есть, и нельзя вывести какую-то прямо вот идеальную формулу, как поступать в каждой конкретной ситуации. Поэтому я хочу, чтобы вы впитали вот этот вот дух, цель воспитания, и тогда все будет понятно. Спасибо! Я ждал, когда кто-нибудь скажет. А то, думаю, вообще не закончу.